Убри азыҳәан сара сызҵаара акы аҭак ҟауҵоит, иара убасгьы ателехәаԥшҩы иҟынтәи азҵаара ҳамоуп, убригьы аҭак ҟауҵоит, уи азыҳәан ԥшь-минуҭк уоуеит, аҵыхәтәаны аефир ҳаркәшоит, алхаҩцәа рахь ухы нарханы аҵыхәтәантәи нас ааԥхьара ҟауҵар ҟалоит, уи азыҳәан минуҭк умазаауеит. Азҵаарақәа умамзар ҳалагап. Уажәы ҳазыӡырҩып Григори Лацәашба инысымҩа. Лацәашба Григори Станислав-иԥа диҵаз-қьышә иханеижәыз еиԥш шықәсазы ақалақь Тҟәарчал аҟны аабатәи акласс аҟынӡа аҵара иҵон Очамчыратәи аҩбатәи абжьаратә школ аҟны. Зқьышә иԥшьынеижәижәох шықәсазы далгеит Москватәи шәиҩынеижәи-ектәи абжьаратә школ. Зқьышә иԥшьынеижәижәаф шықәсазы дҭалеит аекономика, астатистика, аинформатика рзы Москватәи аҳәынҭқарратә университет адунеитәи економика афакультет. Уа аҵара ахиркәшеит иҩнызқьи акы шықәсазы. Иҭҵаамҭа аиҭакрақәа раан аекономика ахьчара концепция иреиӷьу ахәшьара аиуит. Ауниверситет аҟны аҵара ахьынӡеиҵоз арратә кафедрагьы дахысит. Аусуратә практика дахысуан Урыстәыла Афедерациа аҳәынҭқарратә думеи, Урыстәыла анаукақәа ракадемиа иаду аекономикатә шәарҭадаратә институт ирҟны. Ашьҭахь аус иуан акоммерциатә структурақәа рҿы. Иара убас иҩнызқьи ԥшьба шықәса инаркны, иҩнызқьи жәабанӡа акоммерциатә директорс аус иуан. Иҩнызқьи жәаба шықәсазы еиҿикааит ихатә коммерциатә еилахәыра, акаҭатә бизнеси, аинформациатә технологиақәа ирыдҳәало асектораҿы. Иахьа уажәраанӡа уи аилахәыра напхгара иҭоит. Иахьазы Очамчыра араионтә еизара депутатс дыҟоуп. Очамчыра ақалақьаҿ дынхоит, дҭаацәароуп, хҩык ахшара драбуп. Григори, уажәы алшара шәымоуп, шәыпрограмма шәаԥхьарц, ҩ-минуҭк. Шәалага. Холовзия, Хатырская Авила. Добрый вечер. Процветающая нация – это наша общая цель. Для всего народа, населяющего Абхазию, важен принцип справедливости, и он должен проявляться во всем. Принцип достаточно прост и известен давно. От каждого по возможности, каждому по потребности. Эта формула идеально работает в скандинавских странах, которых мы так часто вспоминаем. Швеция, Норвегия, Дания, которые мы так примером приводим обычно. Процветание нации возможно только при условии объединения всех во имя цели, а не вокруг личности. Государственный аппарат должен быть инструментом, способствующим объединению, а не быть инструментом раскола по принципу разделяй и властвуй. Так сложилось, что многолетние обещания на всех уровнях не были реализованы, и кредит доверия себя исчерпал, что привело к тотальному неверию, разочарованию и ощущению того, что народ отдельно, а государство отдельно. В итоге мы просто перестали верить в завтрашний день. Мы хотим доверять государству, а оно, в свою очередь, обязано честно и открыто исполнять возложенные на него обязательства. Мы часто также любим хвалиться нашей природой, уникальным климатом, чистой водой и воздухом. Но лично для меня главными ценностями всегда являлась наша земля и человек, который на ней трудится. Село в Абхазии, по моему глубокому убеждению, это основа традиционных ценностей. Уверен, что благополучие и достойный уровень жизни сельского жителя является фундаментом, на который опирается город и государство в целом. Несмотря на самокритику, мы трудолюбивый народ и готовы не легким, но честным и трудным путем зарабатывать себе на жизнь. Самое главное, чтобы в селе появилась возможность зарабатывать и старшему поколению, и молодому. Уважаемые избиратели, в случае, если вы доверите мне стать вашим представителем в парламенте страны, приложу все усилия честного служению интересам села, города и нашей общины. Спасибо большое. Это Инахагӡоит ишиашоу ицо ефир, уажәы ҳаиасуеит аҩбатәи ахәҭахьы. Григори, аҳәара ҟасҵоит, абра азҵаарақәа ҭаԥсоуп, ҩбахԥа ҳазҭыжәгарц, нас рҭакқәа ҟашәҵарц азыҳәан. Как в школе, да? 3 возьму сразу. Хорошо. Так, императивный мандат. Ваше мнение, необходим ли он? Обязательно.
Обязательно. 2 минуты у вас. Я вообще долго на эту тему говорить не хочу, потому что у вас ограниченное время для того, чтобы мы что-то могли раскрыть здесь глубоко. Но отзыв депутата обязательно, если он нефункциональный, если у него недостаточно, значит, силы, и опыта и времени уделять внимание определенным важным вопросам, в том месте, где он находится, то есть в парламенте, да, то есть и если он неэффективный, то ему там делать нечего. Соответственно, императивный мандат обязательно надо вводить, и он должен работать. Обязательно. Все? Да? Там больше нечего говорить по этому Да, поводу. но я просто сказала 2 минуты, потому что... Ну, давайте, давайте больше вопросов достанем. В общем, 6 минут. Ну, давайте больше вопросов Ну достанем. вот мы достали 3, я надеюсь, мы еще раскроем тему. Конечно, да? давайте, обязательно. Так, отношения с Грузией. Абхазия должна вести какие-либо переговоры с этой страной? Какие вопросы у вас интересные? Значит, как только поднимается этот вопрос, сразу мы вообще как у нас в обществе так получилось, так заведено в последнее время, что как только мы поднимаем какой-то неудобный вопрос, сразу мы даже его не договорим до конца, сразу начинаются нападки. Вот чтобы к этому вопросу прийти, мы сначала общество должны спросить вообще, стоит ли нам это обсуждать. Вот, потому что это, ну, как это сказать правильно, не нравится людям это поднимать, этот вопрос, потому что еще на поверхности все горячо. Вообще, наверное, коммуникации обязательно какие-то нужны, потому что даже исходя из того, что мы вообще здесь рядом находимся, соседи, мы хотим этого или не хотим, мы называем их соседями или не называем, то есть здесь они есть рядом. И коммуникация происходит. Но в какой-то мере мы должны, наверное, что-то для этого делать. Но для этого тогда давайте сначала все общество спросим, что нам делать в этом направлении. А потом уже действовать. Ну, вы считаете, что рано, да? Этот вопрос даже не стоит поднимать? Пока я не вижу вообще никаких направлений в этом плане, потому что у нас есть принципиальный вопрос, это признание. Больше будем продолжать? Если вы хотите. Я больше не хочу на этот вопрос. Хорошо. Внешняя политика. Какой она должна быть с учетом мировых событий в последнее время? Какие площадки необходимо использовать Абхазии для укрепления своего статуса? Вы знаете, по поводу внешней политики, это, значит, у нас вообще многолетний такие опыт есть переговорного процесса, который происходит, напомните мне, пожалуйста. Женевский? Женевский, да. И вот они, по большому счету, мало что нам принесли. Если меня спросить, лично мое мнение, да, что внешняя политика у нас сегодня ориентирована исключительно на Россию. То есть у нас внешний сосед, да, нас признал, и мы больше там вот как бы в этом направлении двигаемся. Мы это называем внешней политикой. А вот, скажем так, вот западные страны, которые вообще нас не видят, да, вот, и так далее, то есть у нас никакого действия в этом нет. Что теперь делать с этим? Ну, мы же как-то прожили, давайте пока вовнутрь страны посмотрим, что мы можем здесь внутри сделать. Когда мы здесь окрепнем, у нас когда будут здесь общее мнение какое-то, да, по вопросам внутренним, вот тогда и внешнюю политику тоже будем развивать. Потому что от того, что меня Венесуэла признала, у меня что-то я как-то не почувствовал разницы. Вы почувствовали? Вот. И по этому поводу, да, конечно, ну, а как это я важно. должна была почувствовать? Ну, а как мы должны почувствовать? Хотя бы, допустим, нефтепродукты дешево привезли бы в Абхазию. Хотя бы, потому что в Венесуэле они дешевые, или еще что-то. То есть, мы же, коммуникации у нас какие происходят? На уровне министерств, правильно? Министерств иностранных дел. Но мы это не ощущаем никак. То есть, мы признаем, у нас появляется новый флаг, и дальше. То есть, сейчас, в данном случае, мы еще не, я не знаю, может быть, я не настолько глубоко изучал эту проблематику, чтобы сейчас вот много об этом говорить, но пока я не вижу такого вот продвижения. Вот в этих даже женевских дискуссиях, там 27 раз мы встречались с ними. Но это же площадка, где мы высказываем свою точку зрения, доносим до услышал? мирового сообщества. Но мы должны это делать. Должны обязательно делать, но пока надо разобраться у себя дома. А потом, когда мы цельно все выступим, когда наши оппоненты, допустим, заграничные, будут знать, что здесь цельное общество, и когда оно единым фронтом выступает, и когда внутри не будет всяких перипетий, то да, я думаю, у нас все получится. И с любым государством, так говорится. Сейчас вот, кстати, нормальная была история про Италию, то есть, да, вот там то, что происходили переговоры какого-то рода, но это какие-то вот, такие очишки, но это, посмотрим, это вот у нас дальше не идет, потому что у нас сосед блокирует наши возможности сразу же.
Хорошо, будем еще продолжать. Давайте. Все. Тогда давайте еще один вопрос достанете вы. Давайте что-нибудь интересное какое-нибудь, да? Ну, надеюсь, здесь все вопросы интересны. Да, конечно. Что там? Каким вы видите выход из энергетического кризиса? У вас осталось 2 минуты. Выход из энергетического кризиса? Я думаю, мы своими силами можем восстановить энергетику. Вы знаете, как бы это крамольно ни звучало, как бы это кому не нравилось, если мы каждый год уделяли бы внимание энергетическому нашему сектору, я думаю, за счет своих средств мы это бы сделали. Вопрос в другом. Мы хотим это сделать или не хотим? Или у нас какие-то задачи другого рода? То есть вот этот вопрос как раз меня очень сильно интересует. Да? Вот, и когда мы дойдем... Ну а как? Вы скажите, как? Что вы предлагаете? Значит, кризис у нас. То есть у нас есть такая возможность, как мы говорим об инвестициях, внутренние инвестиции в энергетику, во внутреннюю энергетику, внутренние сети, внутренние инвестиции. То есть у нас есть игроки на рынке, да, то есть и в коммерческом рынке, и люди, которые, кстати, держат деньги. Мы можем генерацию создать на новые деньги. То есть времени не хватает. Я бы вам сейчас рассказал это все, но вы сейчас за 2 минуты раскрыть эту тему не получается. Понимаете, формат у вас очень непростой. Да, и как бы так вот такие глобальные вопросы, которые вы задаете, просто так раскрыть за 30 секунд не получится. Да, если вы дадите время. Вот нет моего оппонента, дайте мне его время, и мы пообщаемся. Так нельзя. Ну, видите, так как? Нельзя, регламент строго установлен. И вот что касается, вот, допустим, быстренько, да, там, я насколько знаю, вот потребности, которые сегодня в энергетическом комплексе нужны на следующий год, это 200 миллионов. Еле-еле в парламенте протащили 150 миллионов. То есть, если бы это не сделали, то следующий год нам показался бы по сравнению с этим, то есть этот год показался бы нам раем по сравнению с тем, что нас ждало бы в следующем году. То есть вы понимаете, о чем речь, да? То есть нам не хватает средств, которые, то есть мы деремся за то, чтобы пополнить вот этот вот бюджет Черноморэнерго, чтобы они содержали сети. Но если мы деремся за это, а это наш главный, основной ресурс, который нам нужен для того, чтобы мы сейчас вот с вами тут в студии находимся, чтобы камеры работали и чтобы свет светил, а этого не будет или там будет он в плохом состоянии, что мы будем делать? И в магазины, там, не знаю, фабрику сегодня мы не сможем никакую открыть. Потому что если я приду с проектом, допустим, на 5 мегаватт, мне скажут, что ты не можешь это сделать, потому что у нас нет объема. Я рабочие места не смогу создать таким образом. То есть мы все это же комплексный вопрос. Все, я Но не видите, быстро приходится общаться, не получается раскрыть. Спасибо большое. Хатырцкой телеховша, Бриала и Бэпи Ахтахаркшует. У нас есть вопрос от нашего избирателя. Паспортизация Гальского района, пути решения. Спрашивает Челакян Ашот, у вас 4 минуты. Вы специально мне такие вопросы хорошие. Смотрите, история такая. Паспортизация миргизского населения в Абхазии. Да? Я почему как бы этим вопросом, сейчас вот я его в принципе глубоко изучил для себя, потому что я депутат Ачигварского села в Ачимчистском районе. И там поголовно с этим проблема. То есть там есть люди, которым 75 лет, у них вид на жительство. Там есть дети, которым там 18 лет, и у них вообще ничего нет. Вот у меня есть вопрос. Сначала вопрос, а потом вот ответ, да? Чтобы вы мне помогли. Да, как вы тоже, мы же не один, так. Если у нас не кандидат. Ну, вы не кандидат, просто мне надо с кем-то общаться, здесь никого нет, просто кроме вас. Но я же не могу сам с собой общаться, правильно? Так вот, если у нас есть 18-летний парень, девушка, который заканчивает там школу, мы его забираем в армию, а потом, после армии, он должен поступить куда-то, да? А у него нет паспорта. Там без паспорта тоже как-то решали в АГУ этот вопрос, но это все равно, это все упало, умерло и так далее, забыли. Как мы в этом случае обеспечим этого человека документами, чтобы он у нас учился и был встроен в Абхазию. И не хотел уехать в Грузию, получить там грузинский паспорт и учиться в университете в грузинском, а потом нас тихо не любить. У нас есть такая проблема. Опять же, это касается всего общества. У меня есть субъективное, поэтому я считаю, что вот таким детям мы должны давать паспорт.
Но, опять же, это не популярный вопрос, то есть его не хотят обсуждать, ну, да, вот по этому поводу. То есть давайте какую-то категорию выберем, давайте выберем как-то, кому можно, кому нельзя, но эта проблематика стоит перед нами. Мы же должны как-то решить этот вопрос. И это не потому, что популизмом я занимаюсь, это реальные наши, которые вот у нас надо, есть. Поэтому телезритель А как решить, мы должны в избиратель. парламенте его решать, наверное. Я же не могу его решить однозначно, вот так взять и решить. Как его решить? Надо решить, чтобы мы совместно все сели и это обсудили. Сказать уже, ребята, давайте как-то примем решение, мы будем как выбирать, там, не знаю, как-то не давать, или давайте у всех отнимем вообще все, и там, или всем дадим. Ну, как-то надо решать этот вопрос. Вот так его, ну да, вот я ответил на этот вопрос. Хорошо. У меня тогда есть, вы сэкономили себе 2 минуты. Да, я постарался. Да. У меня есть вопрос, который я вам сейчас адресую. Туда еще 2 минуты. В общем, у вас 4 минуты на ответ на мой вопрос. Вы живете в Очамчире. Этот район по сравнению с Гагарским и Сухумским считается... Не говорите это слово, пожалуйста. Депрессивным не говорите. Мы не депрессивный район. Я не хотела сказать. Да. Я хотела сказать немного отсталый, да, в экономическом плане. А еще хуже отсталый. Как поднять район? Как создать рабочие места вот в районе, чтобы жители не покидали свои дома в поисках лучшей жизни? Смотрите, у нас в Очамчире вот по этому вопросу конкретно занимались. Значит, было предложение, то есть мы там с ребятами подумали и что-то вот вывели, какую-то формулу. У нас есть объекты, которые заморожены, то есть активы, которые после войны, скажем, там 16-этажное здание, торговый центр в Очамчире, да, они сейчас в частных руках находятся, и там еще несколько объектов, которые были заморожены и потом убиты. То есть активы, мы их уничтожим, ну, как бы они умирают, эти активы, они не приносят ничего. Вот представьте себе, так вот, сейчас возьмем пример торгового центра. Молодежи, ну, разного вида работы может быть, да, вот конкретно мы сейчас говорим об оживлении Очамчирского района, это для меня важно, потому что я сам очамчирский, понимаете. И вот, например, мы берем пример торгового центра. Есть такая система в Корее. То есть мы отстраиваем торговый центр, акционерную компанию открываем, отстраиваем торговый центр, разбиваем его на 25 квадратных метров площадей, делаем аллеи торговые, и вы, например, и я продаю, допустим, одежду, вы продаете, не знаю, там, телефоны, там, кто-то еще что-то делает, кто-то посуду, и мы даем им вот эти вот торговые площадя. Сейчас даже, ну, опять же, раскрыть за 4 минуты. Да. Объясню. Они не платят аренду. Они не платят аренду. Но они с каждого чека на моей кассе внизу, на первом, ну не на моей личной кассе, а вот на организации, которая это организовала, они платят, они там, когда вот у вас купили товар, он выходит с товаром и на кассе пробивает чек, да, 15% удерживается. Туда входит бухгалтерское обслуживание, аренда за ваше помещение, налоги всяческие за вас будут платить. То есть управляющая компания берет все на себя. Вы ни за что не платите, вы с чека только даете. А кто купит продукцию? Я вам скажу, кто купит. Кто купит. А кто в Сухум же приезжает Очамчирский район, Кальский район приезжает в Сухум. Кто купит? Те, кто там живет. У нас весь Очамчирский район приезжает на рынок в Сухум. Проезжает? Да, но речь идет о том, что в Очамчире очень мало людей. Дальше расскажу. То же самое мы можем сделать акционерной компании товарищество с гостиничным сектором. Мы можем сделать частный сектор, обеспечить их чем-то необходимым, создать им там койко-место, где могут они туристов запускать. Мы можем сделать туристические маршруты и обеспечить этих ребят. Я приходил, был тогда Джобова у нас глава администрации, так он меня, ну, царство ему небесное, мы с ним обсуждали это, потом текучка прошла какая-то там, ну, в общем, у нас нестабильность какая-то, мы обсуждали и почти пришли к тому, чтобы организовать хотя бы какой-то офис в Очамчире, чтобы вот оттуда потихонечку кластерами разбить Очамчиру и посмотреть, сколько у нас койко-мест, сделать из Очамчиры один большой пансионат. Вот город Очамчира, представляете себе, это все пансионат. То есть у каждого дома мы могли расселять туристов. Мы же туристический какой край, правильно? И вот это классно подходит как раз молодому поколению. Ну, а вот чтобы любое вот дело воплотить в жизнь, нужны деньги. Конечно. И тут вы правы. Вот, в этом плане... Инвестиции привлекать? Какие? Ну, я Конечно, у вас спрашиваю. Инвестиции. Я у вас спрашиваю. Послушайте, здесь у нас такая ситуация. Каждый инвестор, приходя куда-то, он преследует свой личный заработок. И он вообще не думает о том, чтобы вас обогатить. Он думает о себе. Поэтому нам, когда мы планируем что-то и закладываем в бюджеты, мы должны на это вот конкретно
работать очень серьезно, чтобы обеспечить работой наше население молодое, и именно в бюджет закладывать эти деньги. Вот есть такая помощь малому бизнесу, да, там, я слышал, там, ну, я пока мало информации знаю, даст Бог, я попаду в парламент и буду больше знать. Вот я буду конкретно этим заниматься, чтобы на малый бизнес, именно для ребят вот таких, мы давали кредиты, то есть не под 48%, как сейчас, да, грабительская история, это грабительская история, это самое настоящее ростовщичество. А под реальный процент хотя бы там 14%, ставка рефинансирования в России 9,5%. И мы могли бы взять меньший кредит. Вы понимаете? Льготный кредит. Да не надо, это не льготный, это у нас он в Абхазии будет льготный кредит называться, но он нормальный, он обычный кредит, допустим, в той же самой России. Мы завершили вторую часть нашей, нет, третья, и заключение, вот я вам предоставлю. Минута у вас, всего? да, обратитесь к избирателям и скажите, почему они должны за вас голосовать. Почему, да? Значит, я хотел бы сказать, не почему вы должны за меня голосовать, а я хотел бы сказать, что нам голосовать, в принципе, надо и выбирать по признаку не потому, что кто-то там что-то сделал, а потому что кто полезней. Мы вообще выбираем лучших из лучших, да, в парламенте должны присутствовать те люди, которые отчаянно и с горячим сердцем будут отстаивать наши интересы, национальные интересы прежде всего. Я хочу вас попросить всех, хоть мы и устали все вместе, мы сегодня живем в одном таком пространстве, где мы все друг друга видим, слышим, все знаем, нам уже никто ничего не скроет, потому что все понятно и так. Я вас очень прошу, придите на выборы, сделайте выбор, сделайте правильный выбор. Я не говорю там, сделайте верный выбор. У нас в парламент идут хорошие ребята. Выбирайте не сердцем, выбирайте головой. Удачи вам и здоровья самое главное. Будьте здоровы. Григорий Табуп идуцен и Табуп шахаза маншаларов сейхисшут. Атырское телехопство бриала хайширы я запутразамта анджамта хинет. Тачаджере и хюмган хамта кашта хере студия хагижует. А студия хяйраны юкоп жилоуты алхар тартып хададжа юккало а кандидатша.